Сегодня, 12 декабря, мы встретились в Якутске с представителем общественности села Иенгра Алексеем Казанцевым. Алексей Владимирович, добрый день. У вас мы хотели поинтересоваться тем, как на сегодня, ну и вот летом, да, осенью, когда у вас сезон у недропользователей завершается. Просто мы до этого несколько раз выезжали в Иенгру. И этим летом тоже выезжали, кстати, в Иенгру. И получается, что после этого еще вот у нас республиканское общественно-экологическое движение «Защитим природу Якутии» тоже проводило большой круглый стол, в ходе которого обсуждались проблемы именно экологические в Иенгре с предприятием «Титан Автотрейд». Вот хотелось бы услышать, как на сегодня дела. Ну, на сегодня дела у нас обстоят не очень тоже хорошо с экологией, потому что на территории Наслега 150 действующих лицензий. Это те, которые работают, да. По Титану они продолжают свою работу, даже при отрицательной экспертизе. Этнологической, да, совершенно верно. Вот. Большие вопросы, конечно, у нас с рекультивацией, потому что сам процесс, он не дает хорошего эффекта. После работы недропользователя остаются карьеры, которые оставляются... Лунные ландшафты. Да, совершенно туда. верно, да. Которые оставляются на самозарастание. Вот. И чтобы этому всему остановиться, требуется десятилетия. Мы проводили мониторинг, заказывали отчет в Роснедрах, да, о всех предприятиях и выезжали непосредственно на места тех участков, которые уже отработали там 30 лет назад, 25, ну, в общем так. Вот. Если раньше наши предприятия, которые добывают золото, работали где-то в глухой тайге далеко, да, то сейчас на примере того же автотрейда они находятся у нас прямо под боком, то есть прямо за окном. Вот, поэтому как бы вопросы очень стоят серьезно, и для того, чтобы решить их. А у них разве не отзывали лицензию на что-то? У них же 2 лицензии, насколько память не изменяет. Да, у них 2 лицензии, ну... Работы какие-то проводились, да, но они работают, то есть ничего не изменилось пока. Они вода была работают. летом грязная вот в этом году, осенью? Да, проблемы, конечно, с этим тоже возникали при их работе. Вот. Работаем, в общем, в этом направлении. Результаты, надеюсь, будут. Вот. Одно из решений по рекультивации было озвучено Христофоровой Любовь Викторовной на международном форуме. Также наше предложение поддерживает наш глава района Щегельнак Роман Михайлович. Она заключается в том, что необходимо создать фонды, так называемые рекультивации, да? Они как будут работать? В общем, когда недропользователь заходит на территорию, начинает работать, ну перед тем, как начинает работать, он как страховку вносит сумму, необходимую для проведения рекультивации после его работ. Все, как депозит подстраховочный на предмет того, что если он после себя оставит грязь, эти деньги ему не идут, не возвращаются, да, за счет идут на исправление вот его промышленной деятельности, да? Да, совершенно верно, потому что ситуации будут разные, да, предприятия банкротятся, да, там, или у них изымают лицензию, то есть, и все это остается в таком состоянии, при всем в котором желании есть. не смогут даже исправить, да? Да, поэтому как бы мы считаем, что это облегчит оказывается. отношения между нами и недропользователями. Всем это пойдет на пользу. Алексей Владимирович, а если предприятие вот так депозит этот оплатит, внесет в этот фонд рекультивационный, да, ну, срок лицензии истечет, он работы выполнит и ну, за собой все уберет или там, не знаю, хотя бы что-то восстановит, тогда ему вот этот депозит будет возвращаться? Да, конечно, они могут эти деньги потом забрать. И как рассчитывать намерены вот примерно сумму? Ну, этот разговор надо, конечно, вести. Предприятия же разные, кто-то крупный, кто-то мелкий недропользователь, специалисты... кто-то начинающий, кто-то лет там 20. Я думаю, добывает. что как бы все эти расчеты будут отталкиваться от проекта разработки, да, и по проекту разработки мы уже будем составлять проект рекультивации. И эта сумма будет обсчитываться на каждый, конечно, участок отдельно, то есть, потому что площади, объемы и места разные. То есть они на одной, допустим, территории вот одного населенного пункта, несколько их, да, там 10-12, и это будет как-то соразмерно
распределяться, да, хотите сказать? Нет, почему? Каждый недропользователь будет отвечать за свой непосредственный участок, то есть отдельно. Территории которых по площадям у них отличаются, да? Конечно, да, то есть они за один участок все обсчитали, деньги внесли, за другой, то есть каждый отвечает за от объема свое. вот тех запасов, которые там имеются, допустим, золото? Нет, не от объемов запасов, а от объемов нарушения. Ну, то есть территория, та, которая будет нарушена, чтобы ее восстановить, это будет обсчитываться. Очень интересно. Тогда вот планы у общественности и Енгры на 2024 год еще примерно какие, кроме этой работы? Ну, именно по экологии. Ну, по экологии также проводить мониторинг. Вот, Отслеживать, наверное, контролировать. Да, отслеживать, контролировать, будем работать все-таки над рекультивацией, чтобы внести наши предложения по изменению процесса этого, как-то упростить, да, каких-то специалистов привлекать к этому. Ну, пока так. Хорошо, большое спасибо. Надеемся, что в следующий раз встретимся уже в Енгре. Наше издание, довольно часто мы выезжаем и освещаем проблемы именно с мест. Спасибо Успешного большое. вам участия на Спасибо. съезде. Всего доброго, с До свидания. наступающим Новым годом. И вас.